Здравствуйте, дорогие зрители! С вами сегодня научный сотрудник музея имени семьи Невзоровых Анна Шевцова. Нередко посетители нашего музея во время экскурсии быстро проходят зал советского искусства 60-80-х годов, где, кроме прочего, представлено авангардное искусство. Объясняя это тем, что оно им непонятно и неинтересно. Конечно, с точки зрения обычного зрителя, реалистическое искусство проще и понятнее для восприятия. Для того, чтобы помочь вам раскрыть тайны мира авангарда, мы создали рубрику «Зрителю о живописи». На примере работы с собрания музея мы научим смотреть, понимать и, надеемся, поможем полюбить непонятные вам полотна. На восприятие человеком искусства, в нашем случае изобразительного, влияет множество факторов. Это, конечно, семья, среда, в которой он вырос, уровень его образования, уровень насмотренности. Ориентиры человек получает в детстве, поэтому так важно, чтобы наша среда была примером, образцом для воспитания подрастающего поколения. Конечно же, важнейшая роль в воспитании художественной культуры отводится музеям. Музей – хранитель языка изобразительного искусства. Попадая туда, человек начинает видеть связь классического и современного языка, видеть, как этот язык гармонично развивается. Все это и становится причиной того, что человек овладевает языком современного искусства, и это позволяет ему наслаждаться самыми разными формами проявления культуры. Как и любой другой, язык изобразительного искусства имеет в своем арсенале выразительные средства, которыми он доносит мысль, идею. И художники, используя их, воплощают в произведениях свои замыслы. Линия, форма, цвет, композиция, перспектива – это те же слова или символы, при помощи которых создаются образы и происходит общение художника со зрителем. Конечно, для полного глубокого понимания того или иного произведения знания истории искусства не помешают, но это тема ни одной лекции, ни одной встречи. Мы же с вами попытаемся понять работы, опираясь на эмоции, чувства и основные понятия выразительных средств. Когда мы видим любую работу впервые, мы сразу же испытываем какие-то эмоции, либо нам категорически что-то не нравится, либо если откликается внутри, то этому могут быть разные причины. Кто-то узнает изображенные места, ситуацию, сюжет, реагирует на гамму полотна, на необычный прием или композицию, то есть в работе для зрителя находится какая-то зацепка. Вторым этапом следует прочтение названия, которое в некоторых случаях может подтолкнуть нас к пониманию изображенного, а годы жизни художника или дата создания работы может являться своеобразным посылом к разгадке произведения. Затем мы вновь возвращаемся взглядом на полотно. И вот тут начинают работать те самые выразительные средства, которые автор использует в зависимости от своей задумки. Мир художественного произведения организован волей художника, и каждый элемент этого мира несет в себе решение образа, который обращен и к чувству, и к разуму. Итак, перед нами полотно «Лимон зимой» 1986 года создания. Кисти российского художника Лубенникова Ивана Леонидовича. Данную работу вы могли видеть в экспозиции нашего музея. Картина, судя по названию, представляет собой натюрморт, но не в традиционном его понимании. В данной работе выразительными средствами становятся цвет, колорит и композиция. Композиция с латинского означает составление, расположение различных частей картины в единое целое для выражения замысла художника. Художник приближает к зрителю подоконник, на котором в белой вазе, словно сгусток тепла, сияет желтый лимон. Именно он является центром композиции, притягивающим зрительский взгляд. Далее овальная чаша вазочки словно раскручивает движение взгляда, и от нее исходящими лучами идут линии оконного проема, за которым мы видим силуэт раскрасневшейся от мороза девушки и небольшой намек на пейзаж. Как говорил Василий Кандинский, цвет – это клавиш, глаз – молоточек,
Душа – многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Музейная работа, благодаря своему колориту, несет в себе эмоциональное, осязаемое содержание. Лубенников пишет очень легко. Красочный слой тонкий, прозрачный, порой совсем не покрывающий грунтовку холста. Работа напоминает нежную перламутровую раковину, в центре которой драгоценной жемчужиной горит солнце лимона. Сочетание нежно-розового, голубого, белого с ярко-желтым определяет атмосферу произведения. Зритель может примерить ее на себя. Настолько ощутим контраст небольшого морозца за окном и домашнего тепла. Стакан черного чая дополняет это ощущение. Художник Иван Леонидович Лубенников родился в 1951 году в Минске. Он является народным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств, лауреатом премии правительства Российской Федерации, кавалер Ордена Дружбы, профессор Московского государственного художественного института имени Сурикова. Учился он в Москве в средней художественной школе, окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова по классу монументальной живописи. Иван Лубенников – автор оформления фасадов Московского театра на Таганке, один из авторов экстерьера и интерьеров Государственного музея Маяковского, автор оформления интерьеров станций Московского и Парижского метро, автор храма Воскресения Христова в поселке Переделкино, автор советского раздела Международного музея Освенцим. Большая часть живописных работ художника находится за рубежом, в музеях и в частных коллекциях. Но также они хранятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Государственном русском музее, Музее Академии художеств в Санкт-Петербурге. Неповторимая ясность и свежесть изображений в сочетании с живописным экспериментом и остроумием привлекает к его творчеству многих людей разных возрастов. Так отзывается художница Наталья Глебова о Лубенникове. В эстетическом арсенале художника достижение авангарда и чувственная натурная живопись. И все это сплавлено страстью и талантом художника в сильные и выразительные произведения. Они узнаются на любых выставках, в книгах и журналах. Расцвет творчества Лубенникова как живописца начинается с 80-х годов прошлого века, когда он находит свой собственный язык художественных образов в русле традиций московских монументалистов. Именно тогда он начал принимать активное участие в выставках, на которых его работы получали большое количество положительных откликов. Ранним работам Ивана Леонидовича присущи неожиданные, чисто лубенниковские сопоставления тона и цвета, игра фактур, отсутствие лишнего украшательства. В последние годы Лубенников работает над классическими камерными жанрами из живописи, такими как ню, натюрморт, пейзаж, и вносит в них собственное, глубоко личное прочтение. Неизменные герои его картин – люди. Проникновение в духовный мир человека характерно для всего его творчества. Пейзажи в чистом виде художник пишет нечасто, но если он к ним обращается, то почти каждый воспринимается как своеобразная живописная ода тому или иному состоянию природы. Наиболее характерно для Лубенникова сочетание пейзажа с натюрмортом и портретом, что мы как раз и видим в работе «Лимон зимой». Мы надеемся, что наша новая рубрика не оставит вас равнодушными и поможет стать еще ближе к миру изобразительного искусства. До встречи в рубрике «Зрителю о живописи» и надеемся до скорых офлайн встреч в музее.